Сейчас на эту сцену украсит девушка, которая гуляла по лесу и нашла свою любовь. Давайте встретим молодого исследователя Егора Лосовинова! Бурные аплодисменты! Всем привет! Меня зовут Саина Егорова, и я биолог-ботаник, как вы видите по моим очкам. И я исследую маленьких хоббитов растительного мира, это мхи. И поэтому я вам буду сегодня рассказывать, о чем говорит мох. Далее. Ну, во-первых, мох это не лишайник. Лишайник это вообще гриб. А сам мох, ну вот видите, зелененькое. Это само растение, это самое полноценное растение, которое вышло первым на сушу. У него есть стебель с листьями или с ризоидами. Далее. Есть мхи со стеблями и листьями, это листостебельные. Есть мхи, похожие на печень, называются печеночные. Не похоже? Под микроскопом похоже. Ну, потому что, как сказать, я не люблю печень, я изучаю листостебельные. Далее. Ну, что я делала? Я ходила по всей центральной Якутии, то бишь по 3 долинам, это Энсели, Эркяни и Туйманы. Я собрала 500 экземпляров мхов, а на самом деле в центральной Якутии 291 таксон. Чего? Таксон. То есть виды. Окей. Проще. Следующий. Ну и что я сделала вообще? Я разделила мхи на степень влияния человека на них. Первая степень – это очень малое влияние. Вторая степень – чуть-чуть. Третья степень – есть немножко. И супер-мега-огромное влияние. Но это в городе. Далее. Ну и следующий слайд будет про влажность. Далее. Что, ничего не понятно? Зато мне понятно. Ну, следующий слайд. Ну, здесь более-менее понятно. Я здесь разделила мхи по влажности и... Все понятно. Все понятно, да? Ну, мезофиты. Это понятно, да? Их 29%. Серомезофиты, их 25%. Ксерофиты 15%. Мезогигрофиты 17%. Понятно? Ну, мхи, они как евреи. Они везде. Кто евреи? Ну, поэтому их можно разделить по географическим ареалам. Далее. Есть бориальные мхи. Это лесные мхи, которые проживают в тайге. Есть арктоальпийские, это общегорцы. Есть гемибориальные. Есть аридные, которые вообще бомжи. Они могут проживать в местах, где мусор. Неморальные, это понятно, да? Они вообще не моральные. Аморальные. Далее. Ну и я эти мхи разделила на антропотолерантные и антропофобные виды. Антропофобные – это те, которые произрастают не рядом с человеком, которые очень боятся. Они прям как нацисты.
Кого они там вообще? Ты только сказал, что они евреи. Евреи и нацисты. Еврейские нацисты. Еврейские нацисты такие бывают. Толерантненько, окей. Ну, как вы видите, они не толерантны в основном. Их всего 71,80%. Всего. Далее. Далее я вычислила индекс, который показывает, насколько человек влияет на МХИ. Это составило 39,3%, что является незначительным. То, что, ну, сразу видно то, что МХИ, они антропофобы. Угу. Ну и... Спасибо за внимание. Берегите природу, мать вашу.